Хочет перейти здесь. Сейчас не получится у него ничего. Вот так, вот так. Сейчас уплывет. Я посмотрю, как ты будешь сюда идти. А дальше... Дальше как? Паутину зашел. Но идешь, нет? Я жду, когда он упадет там. Кто его просил сюда идти? Вот так все. Упал. Вот и греби. Давай, давай, купайся. Вон таттыш, мон, тula. Брызгать будет он меня. Напор течения, конечно, мощный. Так. Ну, попробуем, что-то получится или нет. Не знает. Пошла жара. Вот так, ребят. По-другому никак. Капец. Все это здесь останется нормально. Самое то. Эльмонта чатала. Больно будет. Вот и все. Самое то, ребят. Этот оставлю. Лишний хлам не буду уже делать. Все нормально. Здесь он будет дальше гнить. Все, идем дальше. Он скоро с корням берегом он уходит. Вот это все свалится. Не в этом году, в будущем году. И из года в год. Каждый раз все новые вот такие завалы образовываются. Раньше чистили вот речку. Сплавляли лес и все чистили. Ну сейчас только охотники этим занимаются. Кто как может. А чтобы идеально чисто чистить, это никто не станет. Каждый для себя путь пробивает. Туда. И все. Ну, примерно так. Чуть-чуть поснимал процесс всего этого. Пока терпимо все. Нормально. Так, чагу надо где-то оставить. Оставлю где-то более в том месте, где, ну, ближе, где удобнее оставлять, чтобы не забыть. О, чистота, порядок. Этот сейчас к той березе пойдет. Это уже на обратном пути будем пилить. Нормально. Как будто ничего и не было. Все.
Каждый год здесь затор. Да и вековые заторы вот под водой еще тут. Помню я это прекрасно. Каждый поворот для меня знакомый уже. Уже на днях придется спилить. Тут что? Верхний затор, наверное, сюда пришел, блин. Елка там мутит, что-то не должно. Неприятная картина. Это уже не очень хорошо. Вон там береза. Так. Мне надо спилить вот сперва вот это дерево, потом елку, потом березу. И возможно какое-то сдвижение будет там. Сдвиг какой-то. Пробуем. Будем пробовать. Так, ладно. Так, надо подобраться к той березе мне. Елка. Все ерунда. Вот эта береза что-то и держит. Похоже на то. Очень неприятный завалчик такой. В таких случаях, конечно, вдвоем надо. Одному лодку держать и пилить совсем неудобно. Так. Все окей. За багор не ругайте сильно. У Олега память, конечно, забыл. О, отлично. Окей. Иди сюда, парень. Еще вот как-то туда. Ай, не получается. Что надо.
это повезло. Все, думал, капец. Вот чуть-чуть повезло, ребят. Чуть-чуть, ребят, я прижала, капец. Пришлось бы мучаться. Ну все, пошла жара. Так, сейчас мне надо выбраться. Ну, почистили. Это на другой березе, потом застрянет, конечно. Но идет хорошо. Отлично справились. Вот так вот, ребят. Немножко тоже телеграм-канал так снимаю на смартфон. Так что подписывайтесь на телеграм. Нахрен это не трогать не стану. Пускай тут и стоит он. Уйдет, уйдет. Нет так. Да уйдет он. На соплях держится. Тулами, тулами. Там остановился. Половина. Пускай возле берега так остановится и стоит. Там много поперек берез. Вот так пускай вот зацепится как-то. Не надо их трогать. Мон, татыш, мон тула. Любопытный. Фу, блин. Ну вот. Чемпион нормально пила. В воде тоже пилит. Хускварна сцепление буксует. Чемпионом более-менее справиться легче. Но все равно немножко подбуксовывает, но... Вперед, Мон, Тулан! Мон! Непослушный, блин. Ну вот. Один, второй, каждый охотник-рыбак так пилит. По-другому никак не доехать. Буквально поворот проехали. Снова тут, там вот так. Распилить как-то. Что за фигня тут? Тоже с корнем уходит. Вот собирает уже, смотрите сколько. Так. Это хреново дело. Это очень хреново, ребят. Не думайте, что это так все просто. Вот там спилю. Здесь не буду трогать. Здесь бревно в воде, во-первых. И он очень толстый. Пила не справится, может там застрять. Да и тут надо уже бобровая тропа. Фотоловушку поставить. Вроде как доехали уже. Ну да. Посмотрю, есть, нет там бобры. Так, ну ладно, сейчас. Не знаю, получится или нет. Попробую вон там спилить. Опасно. Не шути. Не тащит. Да, здесь вообще не очень приятно. Так. Ну понятно. Неприятно, но понятно. Да, с рогатиной он, блин.
как же ты? Он не пойдет. Вряд ли, но он пойдет, конечно. Несет течение. Что тут держит? Нижний, что ли, держит тут? Этот, наверное, держит. Иди. Хочет. Что там держит, не понимаю. Шляпа. От сука. Вот эти нижние ветки держат.
Бля, нихуя. Под водой он, я моя. Опа. Вряд ли, наверное, получится. Попытка не пытка, конечно, но... Пошла движуха, ребят. Опасность. Так. Блять, упора нету. Ёбаный рад. Застрял. Сейчас должен уйти. Ну да ладно, ну да, бра. Где мои 17 лет? Фу, блядь. Сейчас-то он сломает. Вон. Смотрите. Сейчас он сломает, ребята. 100 пудов. Там остановлюсь. Что-то бобрала совсем нет у нас. Раньше были и много. Фу. Ребят, вспотел я. Ну, напряжение вот это. В основном напряжение, знаете, от чего? Не от безопасности, что там. Ну, конечно же, не надо бдительность терять там. В любой момент там подскользнуться можно или еще. Но самое главное это не утопить пилу, бензопилу. Не ожидаешь, как повернется там. Вот ты пилишь дерево, может он так сломаться, может там ударить или еще что-то там. Прижать. Вот я лодкой поднимаюсь на дерево. Дерево пилишь, сломается, и он просто автоматом он подпрыгивает. И может там до такой степени подпрыгнуть, что улетишь нафиг куда-нибудь в космос на всю жизнь. Вот из-за этого, из-за этой напряженности и этот, как сказать, споел. Ну вот, блядь, стоит, сука. Не хочет идти. Еще чуток, что ли, спилить там. Да не должно. Сейчас такой напор он. Я и на лодку поднимусь там от волны еще. Нет, он уплывет. Уплыть-то уплывет. Вода будет падать, он все равно сломается еще. Сейчас там внутри там еще один ствол. Но там еще третий какой-то непонятный. Может, отдельное дерево. Вот видишь, вот сейчас не спилишь, там еще за лето там сверховье там бревна за бревна идут, все равно вот такие чурки. Это вековые чурки, это не знаю, какое поколение еще пилил. Он 100 лет, наверное, в воде там лежал, и он сейчас вот начал плыть куда-то. Вот. Ну пока так, не знаю, сломается или нет. Если не сломается, на обратном пути тоже буду дальше пилить. Я еще сюда, конечно, может даже и приеду. Вот. А сейчас я возьму фотоловушку возьму и
Ну не знаю, тут я что-то свежих следов бобров вообще не видел. Там иду, наблюдаю за происходящим, где лось там кормился, где что-то перешел там. И обычно там тоже по реке плывут такие вот такие прутики свежие, от бобры грызут, и они идут там. Нигде ничего не увидел еще. Хотя много бобров тут было. Давайте сходим на озеро, посмотрим. На озеро уже без льда. Озеро чистое. Ну да. Ё-моё. Там что за ураган прошел? Все перевалено вон там бобрами в хлам. Вроде там какие-то выходы есть. Но пока непонятно. Так, ладно. Сейчас с основной тропинкой прошлогодней схожу. Вот ихняя основная тропа. Многолетняя. Нет, ребят, тут бобров, я смотрю. Тут улана след. Да. Бобры отсюда ушли. У меня на осень такие планы были. А смотрите, все облом потом. Выдра, может, здесь еще пройдет. Кроме выдры, вряд ли кто тут будет проходить. Короче, одну фотоловушку установил. Но не ради даже бобров, потому что наезды на них нету. А установил такое узкое место между рекой и озером, где проходят, мигрируют звери. Звери это медведи, лоси. Есть тут такая движуха. И кроме этого еще и росомахи тут ходят. Ранее я тут вам все это снимал. Вот очередная хатка. Опа. Опачки. Это уже интереснее. Это, ребят, уже интереснее. Похоже, что тут ребята не живут. Вот они. Отлично. Здесь я вам снимал один раз. Даже я ставил на эту березу. Эта хатка больше стала. Да. Видать, тут они живут. Не знаю, откуда установить. Схожу обратно за ловушкой и сюда установлю. Я чуть дальше схожу, посмотрю, что там. Да, здесь более-менее хоть свежие следы. Ну а тут далеко ходить не надо, ребята, медведь. Капец тут. Вот он след. Я говорю, здесь медведи, они есть. Вот он след. Рылся. Надеюсь, тут его берлоги нету. Что он тут ковырял? Свежий след. Совсем свежий. Я этот лес хорошо знаю, где кто живет, где кого можно увидеть, встретить. Так, там озеро уже заканчивается, вон там свежие зачесы. Да, ребят, тут бобры есть.
Вон, оттуда не видно было, а отсюда видно хорошо. Там у них кормовая база, видать. А здесь хатку делают. Так что я сейчас схожу обратно. Принесу сюда фотоловушку. Да и тем более медведь ходит. Понятное дело, он еще придет. Где бобры живут. Он любит те места. Вот он. Свежак. Горячий след еще, блядь. Ох. Пипец. Отлично. Обнадеживает. Все хорошо. Куда только ставить. Здесь медвежьи следы. Чего только тут нету. Так. На эту. Если поставить. Здесь что-то новое произошло. Прошлогодние березы, вот они. Вот. Вот сломалась. И по-новому что-то пришло, блин. Очень большое. Или оттуда она свалилась. Здесь огроменный затор будет. Здесь узкое место тут вообще. Вот, да, вон она береза. Вот мои распилы. Пилил. Опасный, плохой затор здесь будет. Очень ужасный. Там уже, смотрите, что только не принесло. Сегодня этим не займусь, но я что смогу спилю. Иначе удачи не видать. Отдельно, наверное, сюда приеду с бензопилой. Буду что-то пилить. Иначе здесь такой завал образуется. Хана будет. Еще тоже прошлогодняя. Не стоит, наверное, трогать пока. Пока не стоит трогать ничего здесь. Этот завал там потом на повороте на березе застрянет. Пока здесь оставим. Нет, нет, нет. Не виднее, где пили, где оставлять. Это все проходимо. Тут на повороте, ребят, большой завал был. Да, ушло. Все ушло. Да-да-да. Вот тут огроменный. Прошлогодний был завал. Вот видите, в этом году его тут нету. Водой, льдом унесло. Мучительно большой завал. Вот прошлогодний фильм, вспомните. Я вот эти стоящие еще пилил. И где-то вот метров 15-20, наверное, было. Вот это и держало, вот видите, пень там. Вот оттуда где-то вот до сюда было. Все ушло. Ну вот, раскидало везде там. Здесь на повороте, там еще. Ну, такого страшного затора нету до избы, то ладно. Вот смотрю, я думал, это береза держит завал. Нет, это что-то другое держит. Наверное, вон та береза. За эту березу все зацепилось.
Если я сейчас пилю, эта береза упадет и там вообще перекроет все. Я лучше, знаете, сейчас задний дам и проеду под березой, а это пусть так висит. Вода упадет, можно там под этой березой ходить. Если что, там любой спилит. Без проблем. А там я, наверное, только сучья порублю и все. Срублю-то есть. Смысла я не вижу пилить тут. Бесполезно. Да, сейчас поближе подойду. Подъеду-то есть. Сюда заеду. Срубить надо эти ветки. И все. Думаю, лишнее пока трогать не стоит. Течением несет. Он ничего не держит. Так думаю. Вот эти. Или держит тот. Может, тот держит. Но пока трогать не стану, ребят. Честно, лучше пока не тронем. Ни хрена ничего не держит. Спокойно. Все. Пока достаточно. А здесь можно пока ходить. Там еще береза. Вот эти держат. Не, пока постоит. Все. Фу, прибыли. Да. Приехали, ребят. С прибытием. Нормально, в этом году терпимо. Ну, немножко попилил, но это... Не пришлось мне лебедку доставать, не пришлось мне там сильно напрягаться. Вода большая, сами видите. Еще на половину убавится все это. Очень много воды еще. Короче, где-то 1,5 метра еще упадет уровень. Так что самое это по такой воде ездить, ходить. Так, ладно, сейчас я налегке схожу до избы.
И уже переоденусь и буду перетаскивать вещи. Самое главное, мы доехали. А по течению уже на 2 раза легче будет.